ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Пятница, 10:00. Конференц-зал городской администрации. 4-е заседание Совета депутатов МОГУ-УХТА 5-го созыва. Собрание правомочное. Из 25 депутатов присутствует 17. В повестке дня 11 вопросов. Вторым идет бюджет на 2016 год. По словам руководителя администрации, в этом году он был тяжелый. Тем не менее, проект решения принимается единогласно, без заслушивания. Наши депутаты очень жестко рассматривали этот бюджет, делали серьезные замечания по нему. Я могу сказать, что бюджет на самом деле сложный. Но есть некоторые позитивные моменты, которые, надеюсь, мы разовьем, добавим источников и, думаю, не так долго протянем с тем, чтобы внести корректировку, увеличить сумму доходов этого бюджета. Еще в начале своего прихода руководитель администрации заявил, что количество его замов избыточно. Теперь же при мэрии останется 4 основных блока. Соответственно, у мэра 4 заместителя. Упраздняются управление архитектуры и градостроительства и управление муниципального заказа. По поводу изменения структуры администрации МОГУ-УХТА возникает вопрос у депутата Андрея Пулькина. А по безопасности? Это как блок вот этот? Он убирается, получается, да? Нет, почему? Просто или эти функции вменяются, да, кому-то, то есть дополнительно. Это я понимаю, да. Но просто в связи вот со сложившейся ситуацией, так скажем, и в стране, и в мире вообще, если так вот в целом, мы просто вот этот достаточно самостоятельный, так что ли, блок, его куда-то присоединяем. Вот такой вот вопрос. Полицейские функции не относятся к функциям органов местного самоуправления, заверяет Бусарев. Что же касается защиты гражданского населения, управление ГО/ЧС остается и будет под ведением первого зама. Также в аппарате остается помощник по взаимодействию с силовыми структурами. Антикоррупционные и антитеррористические вопросы руководитель администрации берет на себя. В течение получаса из 11 вопросов 9 проектов решения принимаются за основу единогласно, без заслушивания. Следующее заседание Совета состоится 25 декабря.